Уважаемые коллеги, мы с вами открываем заседание Совета парламентской ассамблеи Организации договора коллективной безопасности здесь, в Бишкеке. По сложившейся уже практике заседание Совета проходит в стране председательствующей в Организации договора коллективной безопасности, поэтому у нас сегодня принимает Бишкек, Кыргызстан. В этой связи хочется высказать слова благодарности нашим коллегам, председателю парламента. Мы только что сейчас встречались с президентом Кыргызстана, обстоятельно обсудили вопросы развития парламентского измерения Организации договора коллективной безопасности. Ну и с вами, безусловно, постараемся сделать все для того, чтобы законодательно обеспечить реализацию договоренностей, достигнутых на уровне глав государств в рамках Организации договора коллективной безопасности. Наша первостепенная задача в рамках парламентского измерения – это формирование правового поля нашей организации. А для того, чтобы выйти на решение этого вопроса, безусловно, предшествует встрече глав государств, выработка решений, и дальше уже мы с вами делаем со своей стороны все для того, чтобы законодательно была обеспечена реализация этих договоренностей. За прошедшее время принято 97 модельных законов, правовых актов, рекомендаций. Это большой труд, если учесть, что мы с вами решаем этот вопрос на принципах консенсуса. Вот когда говорят о количественных показателях, надо учитывать этот фактор, что здесь у нас решения принимаются стопроцентной поддержкой, а не обычным большинством. Поэтому это, конечно, влияет на количество принимаемых модельных актов и вопросов, связанных с гармонизацией законодательства. Поэтому, уважаемые коллеги, нам надо делать все с своей стороны для того, чтобы мы как можно более эффективно формировали законодательное поле Организации договора коллективной безопасности, куда входят наши страны. И в этой связи хочется, с одной стороны, поблагодарить наших коллег, кто занимается конкретной работой в рамках комиссии, с другой стороны, предложить искать все новые формы для того, чтобы мы могли более эффективно вырабатывать предложения, которые затем уже станут основой и принимаемых правовых актов, и предложений, рекомендаций в рамках гармонизации законодательства. В этой связи давайте попросим наших коллег, тех, кто с нами участвует в работе парламентской ассамблеи, внести предложения, которые дадут возможность нам сформировать хороший фундамент правовой работы парламентской ассамблеи, и, соответственно, мы внесем вклад уже в развитие нашей организации. В соответствии с повесткой, коллеги, есть предложение вторым вопросом заслушать выступление в начале председателя парламента Кыргызстана, а затем выступят главы парламентских делегаций, членов организации АДКБ. Тогда давайте предоставим слово нашему коллеге из Кыргызстана, человеку, который нас принимает сегодня, Туркбеку Нурланбеку. Пожалуйста. Спасибо. Уважаемый Вячеслав Викторович, дорогие коллеги, участники заседания. Позвольте от имени Жогорку Кеңеша Кыргызской Республики от себя лично приветствовать всех вас в Бишкеке на заседании Совета парламентской ассамблеи ОДКБ. Искренне рад видеть всех своих коллег в нашей стране. Для меня большая честь обратиться к вам сегодня от имени Кыргызской Республики, страны, которая в этом году принимает председательство в Организации договора коллективной безопасности. В рамках реализации приоритетов председательства Кыргызской Республики в ОДКБ в 2025 году
объявленных президентом Кыргызстана Садыром Джапаровым, Жогорку Кеңеш провел перечень мероприятий, направленных на продвижение позитивного имиджа организации и консолидацию научного потенциала организации высшего образования в целях повышения качества мониторинга, анализа и прогноза международной обстановки, оценки вызовов, угроз и рисков современности для безопасности и интеграционного развития. Среди них особое значение имеет проведение следующих мероприятий. Совместные международные научно-практические конференции по вопросам безопасности, тематические встречи для преподавателей и студентов вузов Кыргызстана. Уважаемые коллеги, в условиях нарастающих вызовов только через единство, диалог, взаимное уважение мы сможем укрепить наш общий дом, организацию договора о коллективной безопасности. Жогорку Кеңеш готов к тесному и открытому сотрудничеству с партнерами всех государств-членов ОДКБ. В этом ключе событием исключительной важности стало успешное завершение кыргызско-таджикских переговоров по делимитации государственной границы. Это стало ярким примером решения столь важных для наших стран вопросов в духе добрососедства и исторической дружбы между нашими народами. В завершение своего выступления хотелось бы выразить уверенность, что сегодня мы с вами совместно проведем наше заседание в теплой и дружественной обстановке. Надеюсь, что это мероприятие предоставит широкое поле для плодотворного взаимодействия, открытого и конструктивного обсуждения актуальных вопросов и проблем в этой сфере и внесет существенный вклад в укрепление и расширение межпарламентского сотрудничества и партнерства наших государств. Благодарю за внимание и желаю плодотворной работы. Спасибо. Спасибо, уважаемый Тургунбек Нуранбек. Слово предоставляет Сергеенко Игорь Петрович. Пожалуйста, Игорь Петрович. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемый Нурланбек Тургунбек-Уулу, уважаемые коллеги, прежде всего хотел бы поблагодарить наших киргизских друзей за радушный прием, гостеприимство, которое мы почувствовали с первых минут нахождения в аэропорту и высокий уровень организации мероприятия. Недавно мы широко и торжественно отметили важнейшее событие нашей истории – 80-ю годовщину победы советского народа в Великой Отечественной войне. Сегодня мы возложили цветы к вечному огню на киргизской земле и в очередной раз испытали чувство безграничного уважения к настоящим сыновьям своего Отечества, проявившим силу духа, героизм, стойкость, сумевшим невероятными усилиями переломить ход мировой истории. Нынешний юбилей Великой Победы празднуется в непростое время. Мы стали свидетелями и участниками нового жестокого передела мира. Пора признать, что кризис международных отношений и продолжающаяся трансформация мирового геополитического ландшафта сопровождается небывалым нарастанием напряженности, дальнейшей деградацией существующей системы безопасности. В этих условиях АДКБ должна адаптироваться к современным условиям развития международной обстановки. Только так мы сможем обеспечить своевременное, максимально эффективное реагирование на имеющиеся вызовы и угрозы безопасности. Нам нужно четкое видение дальнейших целей и задач организации. И в эту работу свой практический вклад вносит парламентская составляющая ОДКБ. Приоритетным направлением остается укрепление единства и взаимной поддержки. Хорошим примером совместной работы является принятие в рамках 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза членами геополитической группы Евразия заявления в связи с 80-летием Великой Победы. Как показывает практика, наш общий голос звучит громче, с ним считаются в том числе и наши оппоненты. Это прекрасный результат того, как совместные усилия, согласованность действий, реализуются судьбоносные военно-политические решения, направленные на поддержание стабильности и безопасности. Законодательное обеспечение принимаемых решений – важнейшее направление работы Ассамблеи. Именно мы, парламентарии, можем и должны максимально эффективно обеспечить реализацию решаемых ОДКБ задач по укреплению безопасности. Отдельным пунктом в сегодняшнюю повестку включено обсуждение программы деятельности Ассамблеи по сближению и гармонизации законодательства государств-членов ОДКБ на 2026-2030 годы. На наш взгляд,
В ней нашел отражение весь спектр проблем, связанных с обеспечением национальной безопасности. Это и борьба с терроризмом, вопросы военной информационной безопасности, электорального суверенитета, сохранение исторической памяти, миротворческая деятельность, борьба с нелегальной миграцией. Работа по подготовке модельных законов и рекомендаций должна быть своевременной и носить адаптивный характер. Предлагаемые же законодательные нормы отвечать современным запросам времени и решать насущные проблемы. Уважаемые коллеги, в конце апреля мы встречались в городе-герое Волгограде на Международном патриотическом форуме союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Мероприятие было организовано на самом высоком уровне. На Мамаевом кургане мы отдали дань глубокого уважения воинам разных национальностей Советского Союза, погибшим за право самостоятельно определять свою судьбу, мирно трудиться, жить на родной земле. В ходе работы были высказаны пожелания о ежегодном формате данного мероприятия. Мы планируем провести второй международный патриотический форум в следующем году в Беларуси. Уверен, что на следующем заседании Совета в декабре я более подробно вас проинформирую и приглашу на это мероприятие. Спасибо за внимание. Спасибо, уважаемый Игорь Петрович. Уважаемые коллеги, слово представляется Кашанову Ерлану Жакановичу. Пожалуйста, Ерлан Жаканович. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые члены Совета, уважаемые коллеги. Прежде всего, позвольте от имени делегации парламента Республики Казахстан тепло поприветствовать вас. Отдельно хотел бы поблагодарить наших кыргызских коллег и лично вас, уважаемый Нурланбек Тургунбекулы, за высокую организацию мероприятия и радушный прием, оказанный нам на братской кыргызской земле. Уверен, что наша встреча пройдет по традиции конструктивно и продуктивно, а принятые документы будут способствовать дальнейшему укреплению нашего взаимодействия. Сегодня на встрече с нами глубоко уважаемый президент Садыр Нургожоевич Жапаров говорил о реализации приоритетов кыргызского председательства в УДКБ. Он подчеркнул роль нашей парламентской ассамблеи и их законодательной поддержки. По предложению кыргызской стороны на прошлой сессии Совета коллективной безопасности в Астане было принято важное решение о дальнейшем углублении союзнических отношений в рамках ОДКБ. В нем закреплены обязательства государств-членов разрешать все разногласия мирными средствами и воздерживаться от применения силы в межгосударственных отношениях. Казахстан сразу поддержал данную инициативу, поскольку она полностью соответствует нашей твердой позиции. Любые межгосударственные конфликты должны решаться исключительно дипломатическими средствами на основе общепризнанных принципов и норм международного права. Исходя из этого, мы приветствуем подписание исторических документов, соглашения о государственной границе между Кыргызстаном и Таджикистаном, а также договора о точке стыка государственных границ, подписанного Бишкеком, Душанбе и Ташкентом. Уверены, что эти важнейшие договоренности будут способствовать миру и стабильности в Центральноазиатском регионе. Уважаемые коллеги, завершая свое выступление, хотел бы отметить, что наша ассамблея делает большую работу по сближению законодательства государств-участников. Мы участвуем в мониторинге выборных процессов и обмениваемся опытом. Залогом нашего успешного сотрудничества в ассамблее является взаимное уважение и доверие. Спасибо, благодарю за внимание. Спасибо, уважаемый Ерлан Жаканович. Слово предоставляется Идезада Фузали Уйзалшо, руководителя парламента Республики Таджикистан. Давайте мы, во-первых, поприветствуем нашего коллегу. Он недавно избран, впервые участвует в заседании парламентской ассамблеи АДКБ, и это его первое выступление. Спасибо вам. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемый Нурланбек Тургунбекович, дорогие коллеги. Прежде всего хочу выразить слова признательности председателю Совета парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности, уважаемому Володину Вячеславу Викторовичу, председателю Жогорку Кенеша Киргизской республики Нурланбеку Тургунбековичу, а также секретариату парламентской ассамблеи ОДКБ
за высокий уровень организации сегодняшнего выездного заседания, а также хозяевам за теплый прием и традиционное гостеприимство. Парламентская ассамблея сегодня выступает в качестве важного координирующего звена в формировании нормативных правовых аспектов формирования системы коллективной безопасности государств-членов ОДКБ. Она служит эффективной площадкой для обмена законодательным опытом, выработки согласованных подходов к обеспечению безопасности, сближения национальных правовых систем в сфере противодействия современным вызовам и угрозам. Мы приветствуем рассмотрение и принятие на сегодняшнем заседании Совета ряда важных документов, направленных на дальнейшее развитие сотрудничества в рамках парламентской ассамблеи. Уверен, что сегодняшнее обсуждение, как и результаты заседания Совета, в целом будут благоприятно содействовать дальнейшему повышению эффективности взаимодействия государств-членов ОДКБ в этой сфере. Таджикистан готов и впредь развивать сотрудничество в рамках ОДКБ по практическому продвижению всего комплекса задач, направленных на обеспечение безопасной и спокойной жизни наших народов. В заключение хотел бы пожелать успешной и продуктивной работы парламентской ассамблеи, а всем присутствующим коллегам и участникам заседания доброго здоровья и новых успехов в деятельности. Благодарю за внимание. Спасибо, уважаемый Файзалик Файзалшов. Уважаемые коллеги, мы с вами рассмотрели второй вопрос, в рамках которого могли выступить все участники парламентской ассамблеи Организации договора коллективной безопасности. Переходим к третьему вопросу. У нас традиционно на рассмотрение этого вопроса приглашается генеральный секретарь нашей организации. Слово предоставляется Тасмагамбетову Имангали Нургалиевичу. Пожалуйста, Имангали Нургалиевич. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые члены Совета парламентской ассамблеи ОДКБ, признателен вам за приглашение выступить на сегодняшнем заседании Совета парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности. С удовлетворением констатирую, что парламентское измерение с каждым годом становится все более важной составляющей общей работы по укреплению и развитию нашей организации, выполнению в полном объеме стоящих перед ней задач. Хотелось бы вкратце обратить внимание на ключевые события в сфере международных отношений и проинформировать о ситуации в регионах, непосредственно примыкающих к зоне ответственности ОДКБ. Первое. Идет политико-дипломатический диалог России и Соединенных Штатов Америки, который вызывает осторожный оптимизм. Важен сам факт контактов российских и американских представителей с точки зрения нормализации военно-политической обстановки в мире. Несомненно, мультипликационный эффект российско-американского диалога окажет самое непосредственное влияние на мировые процессы, поможет снижению напряженности в различных регионах Евразии, в том числе и в зоне ответственности ОДКБ. Второе. Важнейшие позитивные события происходят в Центральноазиатском регионе. Весьма значимым является подписание 13 марта 2025 года договора о государственной границе между Кыргызской республикой и Республикой Таджикистан. Благодаря последовательным усилиям и политической воле лидеров двух стран была согласована линия прохождения государственной границы на всем ее почти 1000-километровом протяжении. Дополнительным фактором стабилизации стало подписание президентами Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана 31 марта 2025 года договора о точке стыка государственных границ трех стран. Пятое. Есть определенные позитивные подвижки на Кавказе. Это заявление Республики Армения и Азербайджанской Республики о завершении переговоров и согласовании текста межгосударственного документа о мире между двумя странами. Выражаем надежду на скорейшее подписание документа и рассчитываем, что его реализация проложит надежный путь к миру и стабильности на Южном Кавказе. Уважаемые члены Совета,
Председательство Кыргызской Республики в 2025 году проходит под девизом «80 лет Великой Победы». Совет коллективной безопасности ОДКБ принял в ноябре 2024 года план мероприятий по празднованию 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, который в значительной степени уже успешно реализован. В государствах-членах ОДКБ прошли скоординированные и комплексные торжественные мероприятия, посвященные этому всемирно-историческому событию. Организация выступает достойным наследником тех традиций, которые помогли народам СССР одержать великую победу. И, конечно, сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, героических подвигах наших отцов, передаче традиций нашей культуры, принципов великодушия и отваги – это не только наш долг, но и гарантия преемственности в славной истории наших народов. 24 апреля текущего года организация провела масштабную международную научно-практическую конференцию «Вклад народов государств-членов ОДКБ в победу в Великой Отечественной войне», приуроченную к 80-й годовщине Великой Победы. Состоялся обстоятельный и компетентный разговор видных государственных деятелей и авторитетных представителей государств-членов ОДКБ, а также коллег из СНГ и союзного государства. В рамках конференции значительным событием стала презентация энциклопедии «Великая Отечественная война 1941-1945 годов». Энциклопедическое издание было подготовлено совместными усилиями Научно-исследовательского института военной истории, Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации и секретариата ОДКБ. Уважаемые парламентарии, таковы в целом основные итоги и планы нашей организации. Хочу подчеркнуть, что в прошлом году была проделана достаточно объемная и профессиональная работа. Убежден, что и в 2025 году нам удастся достигнуть всех поставленных целей под руководством председательствующей стороны Республики Кыргызстан. И благодаря вашей поддержке. Спасибо. Уважаемые коллеги, мы с вами переходим к рассмотрению четвертого вопроса. Если не будет по предыдущему от вас никаких замечаний, вопросов генеральному секретарю нашей организации. Нет? Вопросов, замечаний нет? Принимаем доклад? Принимаем доклад. Спасибо. Тогда четвертый вопрос. Рассматриваем о деятельности государственных органов Киргизской Республики по обеспечению устойчивости и стабильности общественно-политической и военной обстановки на территории государства, противодействию вызовам и угрозам безопасности в контексте реализации приоритетов председательства ВДКБ в 2025 году. Слово предоставляется председателю комитета секретарей Совета Безопасности АДКБ, секретарю Совета Безопасности Киргизской Республики Бекболотову Бактыбеку Асанкалиевичу. Пожалуйста, Бактыбек Асанкалиевич. Уважаемый председатель, уважаемые участники заседания Совета парламентской ассамблеи Организации договора коллективной безопасности. Выражаю вам большую признательность за приглашение и предоставленную возможность выступить на сегодняшнем заседании. Учитывая все сложности международной обстановки, а также особую значимость парламентского измерения в деле укрепления коллективной безопасности, подобное динамичное взаимодействие между уставными органами ОДКБ существенно повышает эффективность организации. Действенным ответом на актуальные и вновь возникающие риски, вызовы и угрозы являются устойчивая внутренняя социально-политическая обстановка в государствах-членах УДКБ, а также подготовленная система обеспечения коллективной и национальной безопасности. Со своей стороны в Кыргызской Республике на постоянной основе ведется соответствующая работа. С начала 2025 года только по линии органов национальной безопасности изъято 11 единиц огнестрельного оружия, 150 единиц боеприпасов. Пресечена деятельность 6 подпольных террористических ячеек. Задержано и привлечено к уголовной ответственности 42, осуждено 10 членов и пособников международных террористических организаций. Спецслужбами Кыргызстана в среднем ежемесячно устанавливается, задерживается порядка 100 членов международных террористических и религиозно-экстремистских организаций.
В этом году пресечена деятельность 14 экстремистских групп. Задержано и привлечено к уголовной ответственности 45, осуждено 15 членов и сторонников экстремистских организаций. Часть из выявленных фигурантов в результате профилактических мероприятий отрекается от опасной идеологии, но, надо признать, это не очень большое количество. Постоянно изымается запрещенная литература и электронные носители с экстремистскими содержаниями. В ходе мониторинга интернет-пространства выявляются материалы террористического и экстремистского характера. Предпринимаются активные упреждающие меры по локализации конфликтной ситуации и недопущению обострения общественно-политической ситуации, в том числе на почве иногда возникающих моментов социальной напряженности. В целях пресечения распространения деструктивного контента с учетом мониторинга социальной сети TikTok в 2024 году подготовлено мотивированное решение о введении запрета на указанную социальную сеть в республике, что, по мнению спецслужб, оказало положительное влияние на развитие обстановки. По освещению различных процессов развития государства реализован комплекс мероприятий, направленных на оздоровление общественно-политической ситуации с участием государственных средств массовой информации. Реагируя на вызовы и угрозы, Кыргызстан предпринимает такие шаги, как повышение эффективности контроля на государственной границе, в первую очередь направленные на предотвращение проникновения боевиков и незаконного оружия на территорию страны. Выявление и пресечение деятельности радикальных группировок для нейтрализации экстремистских ячеек внутри страны. Активное взаимодействие с партнерами по региону и мировым сообществом для обмена информацией и координации усилий в борьбе с терроризмом. Профилактика радикализма через проведение просветительных программ среди молодежи, направленных на предотвращение распространения экстремистской идеологии. В целях реализации единой государственной политики в религиозной сфере уполномоченными государственными органами во взаимодействии с духовным управлением мусульман Кыргызстана проводятся мероприятия, направленные на предупреждение и недопущение распространения нетрадиционных деструктивных религиозных взглядов. Таким образом, Кыргызская республика традиционно с большой ответственностью подходит к реализации своих полномочий председателя Организации договора о коллективной безопасности. Благодарю за внимание. Спасибо за выступление, Бактыбек Хасанкалиевич. Уважаемые коллеги, мы переходим с вами к рассмотрению 5-го вопроса о работе по формированию проекта программы. Кстати, нет замечаний по предыдущему докладу, а то я не спрашиваю. Нет никаких предложений, дополнений, тогда мы его также принимаем к сведению. А вот 5-й вопрос, это вопрос, где мы, соответственно, должны будем принять решение о работе по формированию проекта программы деятельности Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности по сближению и гармонизации национального законодательства государств-членов ОДКБ на 2026-2030 годы. Уважаемые коллеги, этот вопрос у нас ключевой в повестке, как подчеркивал, для нас вопросы, связанные с гармонизацией законодательства, являются приоритетными в работе. Это, если хотите, наше основное направление, поэтому мы уделяем ему большое внимание. И хочу подчеркнуть, что до конца года планируем принять еще 2 рекомендации в сфере защиты исторической памяти и недопущения фальсификации истории. Поэтому работу, которую проводит выборный Анатолий Борисович, а это именно ему предоставляет слово, председатель постоянной комиссии АДКБ по вопросам обороны и безопасности, очень важная. Пожалуйста, слово вам, Анатолий Борисович. Благодарю, уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые члены президиума, уважаемые коллеги. Работа по подготовке проекта программы деятельности Парламентской ассамблеи ОДКБ на следующие 5 лет, 26-30 годы, осуществляется в соответствии с решением 13-го пленарного заседания. Так вот, по результатам проведенной работы на данном этапе
В проект программы в первый раздел включено 91 предложение. Для сравнения отмечу, что в настоящее время в первом разделе 35, а во второй раздел 56, в действующей программе 39. А за все время деятельности парламентской ассамблеи, как подчеркнул уважаемый Вячеслав Викторович, принято нами 97 модельных актов. Большинство предложений отличаются актуальностью, новизной и системностью, прежде всего с точки зрения решения уставных задач Организации договора о коллективной безопасности, особенно когда речь идет о глобальных тенденциях как развития военных технологий, так и прогнозирования конфликтов будущего. Здесь и вопросы применения вооружения, сил и средств противовоздушной обороны, беспилотных аппаратов, средств разведки и радиоэлектронной борьбы контингентами, входящими в состав группировок войск, коллективных сил, Организации договора о коллективной безопасности, упрощение механизмов оперативного развертывания коалиционных группировок войск в части их беспрепятственного прохождения беспосадочного при использовании воздушного транспорта, перемещения по территории как транзитных, так и принимающих государств. В поле зрения также такие вопросы, как разведывательная, контрразведывательная деятельность, противодействие нелегальной миграции, обеспечение и защита электорального суверенитета, биологическая безопасность, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, информационное противоборство терроризму, экстремизму, информационно-психологическая и когнитивная безопасность, применение технологий искусственного интеллекта, сохранение исторической правды, обеспечение национальной и коллективной безопасности государств, членов Организации договора о коллективной безопасности в условиях цифровой трансформации в том числе. Таким образом, уважаемые коллеги, мы с вами рассмотрели все 11 вопросов повестки. Будут ли дополнительные вопросы, предложения в повестку, замечания? Нет? Нет? Уважаемые коллеги, заседание Совета парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности объявляется закрытым. До встречи на парламентской ассамблее. Всем спасибо большое.